Здравствуйте, Владимир Николаевич. Сегодня я хотела у вас спросить по поводу бесплодия. Мы часто работаем на консультациях, вы работаете очень часто по тета-исцелению, по космоэнергетике, да, вот эти ваши консультации, когда разбираете программы именно с бесплодием, потому что бесплодие это такая, ну как не болезнь, а состояние, да, организма, что мужчин, что женщин, при которых идет некое отрицание, я бы даже так сказала. Вот какая самая главная корневая программа держит состояние бесплодия у человека? У человека бывают в роду определенные программы, связанные с теми или иными болезненными ситуациями, которые проживал член рода, либо сам человек. Ну, например, подобные как рожать опасно, дети там будут болеть, умрут, этот мир небезопасное место, страх родить, будучи молодым, страх родить и что ребенок останется один. То есть все страхи, которые связаны с тем, что ребенок приходит в мир, и мир будет для него, ну, как бы Опасным. машиной испытаний. То есть та, скажем, область, локация, Вселенная, где душа будет испытывать определенные трудности, будет мучиться, но почему-то при этом забывает, что есть и позитивные какие-то моменты прихода души. Опыт, позитивный опыт, который душа может переживать. Тот же ребенок, он может радоваться. Просто к взрослым таким годам, больше 18, человек иногда забывает о том, что это значит быть непосредственным, быть ребенком. То есть человек строит для себя концепции такие, что вначале должно быть это, прежде чем рожу. Вначале должен быть там дом, условия, машина, $1 000 000, например, такие условия. Мгм. И если этого нет, значит мир считается опасным местом. Вот поэтому иногда нужно отбрасывать эти концепции и позволить всему происходить естественным образом. То есть пусть даже нет сейчас того $1 000 000 машины, возможно будет в будущем, но ребенку, скажем так, не опасно рожаться. Мгм. И для тех, у кого проблемы с беременностью, проблемы с зачатием, необходимо прорабатывать этот момент, что программы, связанные, или, скажем так, говорящие о том, что ребенку будет угрожать опасность. То есть, если поменять на позитивное, что мир это безопасное место, что я могу обеспечить безопасность своему ребенку, комфортные условия проживания своему ребенку, то тогда картина мира подсознательно, она меняется постепенно, и женщина, ну, позволяет себе родить ребенка. То есть, скажем так, становится проще забеременеть, зачать и родить. Мгм. А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если женщина как бы сознательно-то хочет ребенка, но она отлично понимает, что она не совсем доверяет своему мужу. Вот, допустим, эта программа безопасности, вернее, наоборот, опасности, еще и цепляется за ее мужа. Ну, допустим, она точно знает, что ее муж не очень ответственный, что он там не очень любит там, ну, например, заботиться, не очень сам по себе любит детей, или у него уже есть дети. Понимаешь, есть разные уровни доверия Вселенной. То есть доверие своему близкому окружению, там, родные, муж, дети, мама, отец, дяди, тети. Мгм. Проблема доверия, скажем, там, какому-то более широкому окружению, например, это уже коллеги идут по работе, это случайные люди, с которыми зачастую встречаешься по пути на работу, по делам, которые так или иначе часто мелькают в жизни. Дальше совсем незнакомые люди, которые впервые появляются в жизни человека, либо появляются буквально на мгновение. Не все они хорошие, но вот этот уровень доверия все больше и больше группу населения охватывает. И
есть конечная точка доверия. Это когда ты доверяешь Вселенную, Всевышнему, неважно, как это назвать. Когда ты доверяешь Вселенной, Всевышнему, что она позаботится, тогда эти все группы, которые ниже по уровню, они автоматически включаются. И человек тогда начинает больше доверять. Ну пусть не муж позаботится, там, родственники его. Пусть не его родственники помогут, друзья, знакомые. Не друзья, знакомые, а государство все равно позаботится, что-то поможет, где-то там выучит ребенка, ну, голодать не оставит. Так дальше, по уровням. И самый высокий уровень доверия – это доверие Богу. То есть, если есть это доверие, конечно, будет проще. Ну, в общем, нужно Какая воспитывать в ситуация? себе вот это доверие, получается. Да, это постепенно воспитывается. Не нужно думать, что если один раз попробовали, где-то получилось, где-то нет. Ну Это да, за один раз такие постепенно, вещи да, не получаются. это те вещи, которые взращиваются постепенно, как растение. Вот вы посадили растение, вы уже кто-то ждет сразу же апельсинов, кто-то ждет множество фруктов с этого дерева. Но ему нужно вырасти вначале. Ну Потом да, принесет свои плоды. То да. есть здесь то же самое, доверие к Богу, вот та вера, о которой Христос говорил, что даже если она будет с горошином, Ну, в общем, семечко горчичное садим. семечко, да, Да. то тогда все возможно. Здесь то же самое. Пусть вы не с семечка культивируете, с атома, это доверие, с какого-то мига доверия Вселенной, но постепенно зарастится. Мгм. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста.